Ингушетия – это звучит гордо. В этом слове и обжигающее дыхание солнца, и сверкающий лед горных вершин, и величие башен, сторожащих Кавказские перевалы. В седую древность уходит история Ингушетии, но лишь в 20 веке исполнилась заветная и сокровенная мечта ингушей о собственной государственности. Первая ингушская автономия просуществовала недолго, всего 10 лет. Но этот опыт не был забыт. А через 70 лет ингуши получили второй шанс. Летом 1992 года Верховный Совет России принял закон об образовании Республики Ингушетия. В последние годы руководство республики уделяет значительное внимание развитию собственного агропромышленного комплекса, чтобы обеспечить жителей республики и экологически чистыми продуктами местного производства, и дополнительными рабочими местами. Выращивание картофеля, яблок, производство консервов, минеральной воды. По этим показателям республика не просто обеспечила себя на 100%, но и вышла на рынки соседних регионов. Город Карабулак – один из региональных лидеров по количеству промышленных предприятий. Версий о происхождении названия города две. Первая гласит, что своим именем Карабулак обязан нефтяным залежам, ведь в переводе с тюркского оно переводится как «черный источник». Вторая связывает название с этнонимом Карабулаки, одним из многочисленных наименований орцхоевцев, основавших, кстати, много веков назад аул Эльдархан-Гала. В советское время в поселке Карабулак работали заводы химических реагентов, асфальтобетонный, газобензиновый. Функционировало нефтегазодобывающее управление «Сунжанефть». Промышленная добыча нефти впервые начата в Карабулаке в начале 50-х годов. Только за последние годы здесь введены в эксплуатацию несколько крупнейших предприятий республики. Завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов, завод по производству полимерной продукции, завод по производству сборно-монолитного бетона и завод по производству сухих строительных смесей. В Карабулаке расположено производство сухих смесей, оснащенное современным оборудованием, развитой системой логистики и собственной лабораторией для проверки качества продукции. ООО «АТМ» – завод по производству алюминиевых радиаторов мощностью 3 миллиона секций в год, построен в Карабулакской промышленной зоне. В сегменте российских производителей доля компании составляет около 20%. Плавильные печи, пресс-формы – все с учетом итальянского опыта. А еще тут трудятся германские роботы Кукко. Их железные руки позволяют в разы повысить производительность труда.
Выпускается широкий ассортимент полипропиленовых труб. Это крупнейшее предприятие на всем Северном Кавказе. Производственные мощности позволяют выпускать до 20 тысяч тонн продукции в год. Для республики это в первую очередь рабочие места. До 200 рабочих мест при полной загрузке. Карабулакский торгово-логистический центр – это один из крупнейших инвестпроектов, реализуемых в Ингушетии. Его стоимость превышает $1 миллиард рублей. Помимо офисов и складских помещений, в проекте предусмотрены отдельные площадки для торговли промышленными и продовольственными товарами по оптовым ценам и сети фирменных магазинов. В декабре 2015 года в Карабулаке открыли конно-спортивную школу «Дикая дивизия», на базе которой планируется возобновить действие реабилитационного центра для детей с диагнозом ДЦП. Ипотерапия считается одним из самых эффективных способов лечения церебрального паралича. – 24 года по историческим меркам срок небольшой, если не сказать мизерный. Если оглянуться назад, осмыслить и осознать, какие масштабные изменения произошли за эти годы в республике, становится ясно. Главным условием такого рывка вперед стали общность интересов, единство целей и единство действий власти и народа. В этом созидательном процессе участвуют все жители республики, а символизирует их единство на этом пути башня Согласия в Магасе.